3, 2, 1. Акинский чеченский сайт сообщает, помимо легенд о выходе Орстхаевцеев из Нашха, древней родины всех нахов Нахчой, свидетельствуют и рассказы орстхойских старцев, слышавших от своих дедов или читавших в прошлом из утерянных во время выселения в 1944 году семейных хроник тайптаров, что орстхайцы и чеченцы – один народ и имеют единую прародину в Нашха. К примеру, житель селения Кень-Юрт, Галне, Мустапаев Хумид, знающий свое родословие до 14 колен, свидетельствует, наш род принадлежит к тайпу Эрстхаевцеев. Первоначально эрстхайцы жили в горах Галанчош. Оттуда во время переселения на плоскость часть их спустилась на жительство на место нынешних станиц Карабулак, Осиновской, Троицкой, селений Сагопше, Далакова и других. Мой прадед Акбулатов Мустапа переселился на жительство в селение Кень-Юрт Надтеречного района из Сагопши. Труды Ака чеченцы-акинцы. Горная Айкха. Русский историк и путешественник по Кавказу М.А. Иванов в своем дневнике писал: Обилие остатков древних построек, могильников пирамид и могильных бугров в ущелье должно, несомненно, указывать на значительность населения страны в прошлом. Кто же здесь жил и куда девались эти аборигены? Собранные мною по этому вопросу сведения не дают ясного освещения прошлого, но тем не менее я считаю не бесполезным их привести. Насколько сохранилось в памяти стариков-туземцев, представляющих отпрыски господствовавшего в стране населения, здесь жили карабулаки. Буйный, беспокойный и очень храбрый был народ, говорят о них их западные соседи-ингуши, как известно, еще и в наше время не могущие назваться спокойным элементом. Имея большое родство по коренному языку с ингушами с одной стороны и с чеченцами с другой, карабулаки постоянно беспокоили своих соседей набегами, угоняли скот и уводили пленных, за которых и брали после выкупы. По существующим преданиям, в очень отдаленном прошлом в стране свирепствовала какая-то болезнь, от которой люди умирали во множестве. К этому времени относят постройку пирамид могильников. Заболевавшие или приходили сами, или были приносимы в эти ужасные помещения, располагались на помостах и дожидались смерти. Сюда же женщины приносили детей вместе с колыбелями. После этого мора немного уцелело буйных карабулаков. Наставшее позднее время газовато тоже унесло немало храбрецов, а после взятия края русскими, неуживчивые даже и со своими соседями карабулаки покинули страну и переселились в Турцию. Те же из них, которые не пожелали покинуть родину, рассеяны теперь среди чеченцев и ингушей в плоскостных аулах, и лишь немногие живут на пепелищах своих предков. Часть ушедших в Турцию карабулаков спустя некоторое время вернулась на родину и поселилась в горах Малой Кабарды, образовав аул Сагопш. Через 2 часа пути перед нами забелелись постройки главного пункта старшинства селения Мериджи. Нас встретил старшина Муса Алиев и радушно поздравил с приездом. После обычных приветствий он высказал свое удовольствие по поводу моего прибытия в их место и убедительно попросил погостить у него. Нас пригласили в Кунацкую, угостили чаем и закуской, после которой мы отправились по окрестностям. Чтобы попасть в ущелье Газган-Чум, надо предварительно спуститься на дно долины Мериджи, правый склон ее от селения идет большими уступами, вначале округлыми, по которым разбросаны небольшие кукурузные поля и огороды, ближе к речке становятся крутыми, обрывистыми. На одном из них одиноко стоит пирамидальный могильник. Прочная постройка почти нисколько не тронута временем и непогодами, на наружных стенах ее вполне сохранилась побелка. Каких-либо остатков в этом могильнике, однако, не сохранилось. Говорят, что все содержимое пирамиды было сожжено полчищами Шамиля, предавшими разрушению многие башни местного населения, за непокорность прославленному имаму М.А. Иванов. Труды «Известия Кавказского отдела Русского географического общества». Том 17. 1904 год. Тифлис. Арстхойский сайт сообщает, жил на северной стороне Кавказа народ Орстха Сиска Солса. Когда-то у предков современных Орстха имелась традиция титуловать его как Айла Орстха, князь Орстха. Солса был знаменит как могучий витязь, водитель воев и справедливый правитель. Отличался большой силой, неуемной энергией и подвижностью. Ему была свойственна кипучая деятельность. Он владел горными территориями 2 областей, центральной и западной, вайнахского расселения, последовательно протянувшихся с востока на запад от реки Аргуна и по левобережью верхнего течения реки Терека включительно.
Северная граница этого владения проходила местами по вершинам Черных гор. В указанных пределах и ныне встречаются названия местных природных и рукотворных объектов и предметов, связанных с именем Сиска-Солсы. По рассказам сказателей, наших предков, он уроженец аула Саниба, а жительствовали князь и люди его дружины в аулах Балта и Че, и 3 населенных пункта теперь на территории Северной Осетии. Арстхойские князья, владетели равнинных территорий, считались Сиска-Солсой, считая его первым среди равных. Сказания однозначно повествуют, что Сиска-Солса происходил из Нарт-Орстхей, а в некоторых из них сказано «был сильно гордый». Нарт-Орстхей были прирожденными воинами знатного происхождения, физически сильные и прекрасно владеющие ремеслом войны. Они были гордыми и непреклонными перед трудностями, лишениями и опасностями, соблюдали свой кодекс чести и свои моральные установки. Гордый человек, как никто другой, нуждается в самоуважении и для его обретения прилагает предельное усердие во всех делах. Он старается его заслужить, в первую очередь, перед самим собой даже ценой своей жизни. Для гарантированного сохранения самоуважения на всю свою жизнь большинство из Нарт-Орстхей мечтали достойно погибнуть в бою с оружием в руках. Они только это считали счастьем в земной жизни. В начале 70-х годов прошлого века при сборе полевого материала в восточных и южных районах Чечни видный историк-ученый-этнограф Н.Г. Волкова записала, легендарные орстхайцы были настолько реальным народом, что рассказчик связывал с ними ряд сравнительно недавних событий. Волкова Н.Г. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. В Средневековье и позже на век полтора Орстхай, Карабулаки в вайнахской среде и у ряда других племен Северного Кавказа составляли военную аристократию. Из них же состояло и все войско, малые и большие дружины. Остальные сословия в период войны выставляли ополчение. Труды _ЦЕЧ.РФ Нарт-Орстха князь Сиска-Солса. Чеченский историк Индарби Бызов приводит в своей статье интересные данные про карабулаков и аланов. Он пишет: сохраняя большинство из черт своей культуры, аборигены, вайнахи, подвергавшиеся длительной иронизации более сильных соседей, почти 700 лет начинают переходить от двуязычия, естественно возникающего в подобных условиях, к языку господствующего племени, сарматскому, аланскому. Амиан Марцелин писал, что аланы мало-помалу постоянными победами изнуряли соседние народы и распространяли на них названия своей народности. С течением времени они приняли одно имя и теперь все вообще называются аланами. Писал Амиан Марцелин. Дзурдзуки же, как показано, сохранили свое племенное название и в глазах своих соседей представлены самостоятельной этнической группой. К III веку процесс слияния на плоскости культур пришлого и местного кавказского населения завершился. Аланы оказали значительное воздействие на местное население равнин вайнахов, но сами растворились в его среде, передав, однако, аборигенам свой язык, более гибкий и легкий в изучении. Если это перевести на язык цифр, то в процентном соотношении на одного сармата, алана, приходилось 12 аборигенов-вайнахов. Взаимоотношения алан и горцев-вайнахов складывались неоднозначно. Чтобы проникнуть в горы, кочевникам необходимо было пройти густые лесные дебри, где у них не было опыта ведения войны, а кроме того, леса всегда пугали степняков. Пройдя леса, аланы вставали перед необходимостью штурмовать горные завалы и укрепления, продвигаться по ущельям под градом камней и искусственных обвалов, умело устраиваемых горцами. Неожиданные налеты и вылазки туземцев уносили новые и новые жизни. И весь этот риск ради ничтожной добычи, которую аланы могли забрать у горцев. Нет никакого сомнения, что аланы делали попытки проникнуть в горы, но, видя нерентабельность таких походов, отказались от этой затеи, блокировав плоскость, так необходимую горцам в период их сезонных перегонов скота. Оставшиеся на предгорной равнине аборигены положили начало отдельному этническому образованию, получившему самоназвание Арштхой или Орстхей. Жители равнин Аре-Йист-Хой. Согласно чеченским преданиям, Арштхой представляли из себя нечто вроде пограничной стражи, жившей на плоскости и охранявшей основные вайнахские территории, расположенные в горах, вроде русского казачества. Горцы за подобные услуги расплачивались с ними процентами со скота, который пасли на равнине. По тем же преданиям, Арштхой со временем превратились из защитников в притеснителей вайнахов. Они запрашивали высокую плату за выпас скота на равнине, совершали грабительские походы на своих соплеменников, похищали людей.
В конечном счете, Арштхой и аланы стали союзниками и вместе блокировали горы. О распространении влияния алан на территорию плоскости и лесистых предгорий говорят археологические находки, обнаруженные там. Но влияние аланской культуры было далеко не односторонним, горцы-вайнахи в свою очередь оказали мощное воздействие на пришельцев. В аланских катакомбных могильниках найдены многочисленные предметы ювелирного ремесла, связанные с деятельностью кавказских мастеров. Влияние горцев ощущается и в орнаментации предметов чисто аланского производства. Если на плоскости Чечни мирные отношения пришельцев с туземным населением сложились относительно быстро, то вайнахи Ламарой, горцы, запертые в горах и лишенные необходимых им условий для хозяйственной деятельности, вынуждены были искать их в набегах на равнинные земли. Такие набеги, сопровождавшиеся угоном скота, разорением поселений и захватом пленников, держали местных жителей в постоянном страхе и напряжении. Так длиться долго не могло. Горцам нужны были плоскостные земли, а аланам нужен был мир для оседлого населения, снабжавшего их продуктами ремесла и земледелия и свободный, беспрепятственный проход через перевалы, ведущие в Закавказье. Мир был неизбежен, но, к сожалению, нам совершенно неизвестно, когда и на каких условиях он был заключен. Известно только то, что влияние аланской культуры ощущается даже в высокогорных районах Чечни. Правда, здесь оно едва заметно и представлено фрагментарно. К сказанному стоит привести косвенные факты из нарского эпоса, широко бытующего у всех народов Северного Кавказа. Внимательно изучив его, большинство исследователей пришло к определенному выводу, что у всех племен, среди которых зафиксировано бытование нардских сказаний, кабардинцы, осетины, карачаевцы, балкарцы, их герои, положительные персонажи. И только у чеченцев и ингушей нарты представлены как враги местного населения, грабившие и убивавшие мирных жителей, враги, с которыми вели борьбу местные герои. Довольно часто в нартиаде нартов называют не иначе, как нарт-орстхой, нарт-арштхой, подчеркивая тем самым связь арштхойцеев с аланами. Такая географическая увязка нарского эпоса не случайна, она как раз совпадает с границами исторической Алании и ее антагониста, горцев-вайнахов. К концу VII века на историческую арену Северного Кавказа как мощная военная сила выступает хазарский каганат. Родственные отношения между правящими династиями Алании и Хазарии препятствовали проникновению новых завоевателей в горные области, надежно прикрытые, как щитом, аланскими территориями. То есть верхушки и заодно войска аланов и хазар заключили военный союз. Пограничным укреплением между аланами и хазарами была хазарская крепость на месте современных станиц Шелкозаводская и Шелковская. О мирных и дружественных отношениях вайнахов и алан в X-XIII веках свидетельствуют близко, а порой по-соседски расположенные поселения, погребения и другие следы материальной культуры. Множество позднеаланских погребальных памятников тяготеют к предгорьям Чечни, особенно к устьям лесистых ущелий, Мартан-Чу, Дуба-Юрт. Большое количество аланских поселений и городищ обнаружено на правобережье Терека и в долине Сунжи. Правящая верхушка алан приняла христианство, а в горах Карачаево-Черкесии возникли города с великолепными храмами, которые сохранились до наших дней. Правда, в 932 году хазарский царь Аоран победил алан и заставил их отречься от христианства. С конца XII века Алания вступает в полосу упадка, вызванного глубоко зашедшим процессом феодальной раздробленности. «Сколько селений, столько и вождей», писал современник тех лет, католический миссионер Юлиан, и ни один из них не имеет подчиненного отношения к другому. Там постоянно идет война вождя против вождя, села против села, человекоубийство у них не считается ни за что. Писал современник тех лет, католический миссионер Юлиан. Монгольский погром сильно подорвал силы Алании, но не сломил ее совершенно. Для полного покорения предгорий Северного Кавказа монголам потребовалось совершить еще несколько походов, первый из которых состоялся в 1238-1239 годах и длился более 10 месяцев. 1,5 месяца длилась осада Магаса, столицы Алании, несколько дней сам штурм городских стен. Монголы оставили от этого города только имя его и нашли много добычи. Они отдали приказание отрезать убитым людям правое ухо. Сосчитано было 27 тысяч ушей. Спасаясь от жестоких завоевателей, уцелевшее в боях и погромах население хлынуло в горы и без того достаточно густонаселенное. Не только аланы, но и кочевники-половцы, по сообщениям средневековых авторов, бежали в горные теснины.
жившие на равнине Вайнахи Арштхойцеи, что и переводится, как жители равнин, разгромленные и разоренные более сильным врагом, вынуждены были искать убежище в верховьях рек Асса и Фортанга. Так закончилась история Алании и Алан. Язык их, став господствующим на территории Осетии, сам претерпел изменения. Остатки Алан смешались с горцами и утратили не только свое имя, но даже самосознание. Осетины же до периода научных работ по языку Алан никак не ассоциировали себя ни с аланами, ни с самой Аланией, считая себя народом исключительно горского происхождения. Итак, аланы первоначально были кочевым и ираноязычным народом, а попав в окружение горцев-вайнахов, смешались с ними. Сохранив свой язык, аланы перестали быть народом иранского происхождения, и где-то с 1 века нашей эры об аланах можно говорить как о народе с вайнахскими корнями. Труды Индарби Бызов Аланы, кто они? Сайт «Чеченское государство», Путь Ахмад Хаджи, Чеченская библиотека Пашкова Романа. Русский историк В. Б. Виноградов и чеченский историк С. Ц. Умаров в своей книге пишут. Равнинных акинцеев, как и близко родственных им соседей, получивших впоследствии у кумыков и русских ими карабулаков. Горцы-вайнахи называли Эрштхой, что значит степняки, или живущие на равнине. Акинцы Эрштхой не порывали связей с лам-акинцеами, осознавая свое племенное единство с ними. Связи между горными и плоскостными группами вайнахов были необходимы как для хозяйственных, так и для военно-политических нужд. Плоскостные акинцы, выступая на арене истории как часть аланского раннегосударственного образования, были довольно могущественны. Они, по-видимому, контролировали не только часть предгорных равнин, но и зону черных гор с их лесами и выходами на плоскость. Труды В. Б. Виноградов, С. Ц. Умаров о некоторых ранних вайнахских этнонимах. Чеченский историк Тесаев З. А. в своей статье пишет. В данной работе проводится анализ ичкерийского цикла чеченского нарского эпоса с выявлением в нем исторических сведений в свете археологических данных и их сопоставление с социально-политической картиной исследуемого периода. Прежде всего рассматривается период антифеодального движения в горах в разгар феодальной раздробленности Алании во второй половине XII века на примере противостояния горцев Дзурзукетии и военно-феодальной касты Аланского царства, так называемого аланского сословия Ахсартак или Нар-Орстха. Орстхай не являлись генетически монолитным образованием. Подобно В. Абаеву, отождествляя нартов и Орстхай, и Саидов писал, что некоторые нарт-орстхаевцы были ичкерийского происхождения. По утверждению Ф. Х. Гутнова, к началу X века военная аристократия Алан захватила ведущие позиции в аланском раннеклассовом обществе. Из его высшего слоя богатаров происходил царский род Алан Ахсартаговых. Ахсартаговы, как мы выяснили, были и по-прежнему отождествляются с нарт-орстхайцеами, то есть кастой Орстхай. Эта же фамилия представляла собой царский род Алан. Труды Тесаев З. А. Турпалнахчо. Антифеодальная борьба чеченцев в период раздробленности аланского государства. Арстхойский сайт сообщает, Алимарза и его предки строили добрососедские отношения со знатью осетин и ведущими осетинскими родами. Имело много случаев, когда беглые осетины поселялись в основанные карабулаками селения, что происходило с разрешения владетелей последних. А оставшееся жить в районе селения Верхняя Саниба арстхойское население постепенно ассимилировалось с осетинами. Из глубины веков предания повествуют об образе жизни, чертах характера, своеобразном самоуважении особ арстхойской знати. Арстхойские властители были обречены довольствоваться одними своими титулами. Их привилегиями были большая ответственность, держать ответ за все и вся перед воинами и свободными людьми своего рода и племени. Привычным стала их привилегия брать на себя самое тяжелое и опасное. Сам владетель или его сын, внук, брат, племянник и близкий родственник в числе первых шел в атаку и последним выходил из боя. Правда, если в походе или в бою владетель получал увечья и становился навсегда калекой, то для него и его семьи строили хоромы, которые становились его собственностью с правом передачи наследникам.
С некоторых пор титул Мурза-Марза стал считаться почетнее титулов Айла, Айладар, Эладарха, Бей. Для арстхойского князя было позорным, неприличным принимать почести за личные подвиги, осыпать хвалой и почестями своих сыновей, внуков, братьев, племянников, зятьев и других родственников. Подвиги и добрые дела этих лиц должны были считаться нормами повседневной жизни, им полагалось быть выше почестей, триумфов и словословия. Князю не пристало на суде и при разрешении тяжб поддерживать и принимать сторону указанных выше лиц. Под арстхойским владетелем всегда бывал превосходный конь, на нем самом прекрасные доспехи и лучшее оружие. Одежда его была далеко не лучшей, его дом и подворье нельзя было назвать богатыми. Вот это все лежало в основе того, что 2 века назад, раньше и позже уважительно писал Бларамберг, другие русские и западноевропейские авторы об этом народе. Арстхи были жестки, а порой и жестоки к лазутчикам и предателям, ко всем тем, кто за деньги и подарки от врагов под предлогом хозяйственных нужд, за солью, порохом, в поисках баранты, приходили в их области для разведки, изучения дорог, троп, бродов, уточнения наличия в поселениях оборонительных сооружений, численности вооруженных защитников и так далее. Таких не убивали и не пытали, а поступали следующим образом. В рукава верхней одежды просовывали длинную жердь, к концам которой крепко привязывали кисти рук. После этого, по одному человеку за раз, если их несколько, отпускали домой. Распятый таким образом предатель для того, чтобы пройти по горным тропам, участки с густыми зарослями, должен был поневоле выделывать различные смешные движения, приседания, передвижения приставными шагами, правым, левым боком вперед, и перемещение местами на носках. У Арстхой это называлось танцем горца, вражеского лазутчика. Надо согласиться, что идущий таким образом очень тщательно изучит дорогу, тропы, броды и пропускную способность путей сообщения. Ему будет что рассказать своим щедрым работодателям. Труды-цечи.рф. История. Даргинский историк Уздият Башировна Далгат в своей книге пишет. По другому чеченскому преданию, некий Акинеце по имени Арштхоа, выселившись из своего общества горного Акинского общества и спустившись своим родом в Бамутское ущелье, основался у источников, называемых черными ключами по-кумыкски Карабулак. От населения, основанного здесь Арштхоа, образовалось особое общество, называвшее себя Арштхой. Существовали раздоры не только между фамилиями, но и между родами. Акинцеи, от которых, по преданиям, произошли Арштхойцеи, Карабулаки, считались самым воинственным, непокорным народом. Вражда обществ и фамилий запечатлялась и в эпосе чеченцев и ингушей, где набеги и межродовые раздоры занимают определенное место. По некоторым историческим сведениям, Арстахой-Карабулаки в период межродовых и межфамильных раздоров были наиболее воинственным и непокорным обществом, которое устрашало и подавляло слабые фамилии и роды, выселявшиеся с гор на плоскость. В те далекие времена Орстха и Карабулаки активно участвовали в поимке пленников и продаже их в Дагестане, в селении Эндере, бывшем на Северном Кавказе центром работорговли. Учитывая довольно сложные и противоречивые внутриплеменные и межплеменные отношения, имевшие место на Северном Кавказе в отдаленные времена, вполне вероятно предположить, что исторические Орстха и Карабулаки могли запечатлеться в памяти народа как люди суровые и мужественные. Возможно, что синхронные рассказы о набегах и грабежах сильного воинственного племени Орстхаев-Карабулаков в ретроспективном восприятии народа смешались с древними эпическими образами. Тогда-то в процессе эпизоцеи Орстхайцеи могли внедриться в эпические сказания, превратившись в героическое богатырское племя. Труды У.Б. Далгат. Героический эпос чеченцев и ингушей. Представитель Арстхойского, Карабулакского рода Цичой, историк Хасан Цичоев в своей книге пишет. Нарские сказания о героях-богатырях считаются общим достоянием культуры многих народов Северного Кавказа. Нарты – эпический псевдоним арстхойского народа, создавшего эпос и запечатлевшего в нем свое восприятие мира, общественные отношения, повседневный быт и духовные ценности на ранних этапах своей истории, известной науке как «эпоха военной демократии». В образах воинственных и благородных героев эпоса воплощены главные качества самого народа – его дух, его стремления и его чаяния. В нарт-арстхойском эпосе войнахов многое – мотивы, сюжеты.
Герои совпадает с нарскими сказаниями других народов Северного Кавказа, абазинскими, абхазскими, адыгскими, карачаево-балкарскими, осетинскими. Но многое в нем является и оригинальным, неизвестным в других национальных версиях Нартиады. Одной из отличительных черт вайнахских сказаний является, например, то, что в них нарты – это эпический народ, который всегда отождествляется с орстхайцеами, карабулаками, одной из трех этнических общностей вайнахов, им же приписываются многие деяния эпических героев. Если брать в целом отношение к нарт-орстхайцеам в эпосе чеченцев и ингушей, то оно резко отрицательное. Нарт-орстхайцеи, как отмечали исследователи, в сказаниях вайнахов преимущественно представлено как воинственное и алчное племя, постоянно жаждущее борьбы в поисках славы и добычи. Но всячески воспеваются и идеализируются местные герои, мирные богатыри, как защитники родной земли, которые насмерть сражаются с нарт-орстхайцеами. Сказания об их подвигах и победах над нартами составляют четвертый цикл, являющийся одним из самых больших. Далее следует повествование о междоусобицах нарт-орстхайцеев. Небольшой цикл составляют сказания, в которых нарт-орстхайцеи выставлены простаками, которых легко одурачить. Это отражение того периода, когда горцы перестали бояться орстхайцеев, сильно ослабевших в бесконечных войнах и междоусобицах, и поэтому уже не представляли для вайнахов серьезной угрозы. Труды Хасан Саичоев. Нарт-орстхойский эпос вайнахов. Немецкий подполковник и историк Штедер состоял на российской военной службе. В 1781 году совершил экспедицию по Кавказу и написал дневник об этом. Он описывает в том числе орстхайцеев-карабулаков. Он писал: «Недалеко находился ровный берег. Я перешел туда и разведал противоположную местность, где в 20 верстах находилась земля карабулаков. Этот народ, формально друг и союзник чеченцев, вследствие частых угонов их скота сделался самым непримиримым их врагом. Постоянные тревога измотали их лучшие воины пали в защите их достояния, и почти ничего более не осталось от этого народа, кроме малолетних несмышленых детей. Они среднего телосложения, худощавые, крепкие, дикие и пылкие на вид, податливы на ласку и грабители по бедности и привычке. Они живут плохо, одеваются на татарский манер и питаются очень умеренно. Просяная лепешка или сыр, вареные в воде, иногда мясо, этим они утоляют свой голод. С провиантом на 6 недель и оружием они легко отправляются на охоту и в набеги в горы. Из-за их образа жизни и почти единственного стремления защищать себя, удерживать свою свободу, держатся они дикими, воинственными и отважно смелыми. Их маленькая долина недостаточна для земледелия, и вследствие этого все их помыслы направлены на грабеж. Безопасность общества обеспечивается у них так же, как и у других горских народов. Самая священная их добродетель – это гостеприимство, коноклык, как святая и неприкосновенная, однако у них допускается и кровная месть для поддержания вольности. Это порок, который считается самым безобразным во всех обществах, признающих закон. Зато зависть – это ужасное чувство у цивилизованных народов, им совершенно неизвестно. Все это имеет силу в большей или меньшей степени у их соседей, чеченцев, дихов и атигеров, с которыми они одного происхождения и говорят на одном и том же языке. Их конституция, поскольку каждый живет без закона, демократическая, ибо в случае всеобщей опасности они решают дело всенародным голосованием, в частных же делах используется кулачное право. В случае возникновения ссор между фамилиями народ принуждает их к мирному соглашению. Как и ингуши, они носят небольшой щит, 5-футовой длины копье, хорошее ружье и легкую саблю, не считая кинжала и ножа. Отражение удара щитом рассматривается у них как великое умение, и несколько бойцов не могут причинить одному из них никакого вреда. Древний арбалет вышел у них из употребления вследствие появления огнестрельного оружия, и теперь он остается у них лишь как забава для детей. Щит изготавливается из прочнейшей дубленой кожи. Без щита и короткой пики они не выходят из дома, и никого в деревне нельзя увидеть невооруженным. Когда они стоят или разговаривают друг с другом, то опираются на копья и держат свои щиты в левой руке. Я осмотрел их долину и насчитал в ней 11 башен, которые лежали разрушенными в некотором расстоянии от их жилищ. Они живут скотоводством и немного занимаются земледелием. Их самое большое земляное сооружение находится в начале равнины, из-за страха перед нападениями оно лежит недостроенным. Сейчас они могут выставить в поле не более 700 полностью вооруженных воинов, хотя прежде были сильнее.
Благоприятный климат обеспечивает им долголетие, но из-за раздоров они проживают только около четверти века, и сейчас их полному искоренению мешает только многоженство. Труды Штедер Л.Л. Дневник путешествия из пограничной крепости Моздок во внутренней местности Кавказа, предпринятого в 1781 году. Чеченский историк Лёма Центароев в своей статье пишет: Историки не имеют общего мнения относительно этнической принадлежности карабулаков, точнее идет обычная борьба среди историков разных национальностей с целью приписать воинственное племя карабулаков Орстхой. До сих пор нет единого мнения в отношении этнической принадлежности карабулаков. Между тем, сами они, как и все чеченцы, связывают свое происхождение с местностью Нашха в Чечне. Более конкретно в своих преданиях карабулаки Арштхоевцы называют своей прародиной местность Лам-Айкки или местность Балы-Лам и общество Балой, у озера Галанчош. У вайнахов, кроме каменной и письменной истории, была сильно развита устная история от старшего к младшему. Многие чеченцы помнят досконально родословные, как из своих, так и соседних родов, людей, основавших поселения, и другие события из прошлой истории чеченцев и ингушей. С балайцами связано много легенд у чеченцев. Они были непокорными людьми, которые воевали и с русским царем, и с имамом Шамилем, и со своими ближайшими соседями. Часто балайцы совершали молниеносные рейды на резиденции кабардинских, кумыкских, калмыцких и других князей. Заслуживает внимания сведения УПУ Б. Далгат в труде «Героический эпос чеченцев и ингушей». По некоторым историческим сведениям, Орстха и карабулаки в период межродовых и межфамильных раздоров были наиболее воинственным и непокорным обществом, которое устрашало и подавляло слабые фамилии и роды, выселявшиеся с гор на плоскость. Родоплеменные общества Галанчожского района связаны кровно-родственными узами, при этом имея далеких, но общих им предков. В каждом обществе Галанчожа, как Галай, Нашхой, Айкха, Милхист, Елхара и других, имелись стадионы для тренировок и военного обучения. Здесь занимались и пожилые старики, молодежь, а по особым дням и женщины. Военное обучение для предков чеченцев было обязательным и делом чести. Для боевых лошадей были специальные места и ипподромы, там все юноши должны были принимать участие в их тренировках. Именно с этими местами связывают свое происхождение коренные вайнахи народа Нахчой. Труды Лёма Центароев. Происхождение нахских племен чеченцев. 2007 год. Ингушский историк М.Г. Цароева в своей книге пишет: Нарт Архустхой, равнинные нарты-воины. В ингушских легендах Архустхой часто ассоциируются с аки-карабулаками, одним из самых воинственных племен. По преданию, они были очень сильным и воинственным племенем, их уважали соседние племена за смелость и справедливость. Но, возгордившись своим привилегированным положением, карабулаки начали притеснять своих соседей и ссориться с ними. Возмущенные соседние племена объединились и усмирили их. Нарт Архустхой имеют ярко выраженный характер яростных дебоширов. Труды М.Г. Цароева об ингушских полубожествах нартах. Платон Павлович Зубов, русский военный историк, офицер, участник Отечественной, русско-персидской и русско-турецкой войн, в своей книге писал: «Есть предание между горцами, что в прежние времена карабулаки составляли сильное воинственное поколение, имевшее в своем владении значительную часть земли от Аргуна до Шадгира, что все окрестные народы уважали карабулаков за храбрость и справедливость, земледелие и скотоводство доставляли им безнужное пропитание. Но возгордясь таковыми преимуществами, они стали притеснять соседей и чинить им жестокие обиды, насильство и притеснение до того, что все окрестные народы, раздраженные таковыми поступками, соединенными силами истребили почти до основания сей буйственный народ, которого ничтожные остатки ныне хотя считаются в российском подданстве, по причине их близости к нашим линиям сообщений, но одноплеменные и соседственные с чеченцами, они гораздо более имеют с ними связей для общего хищничества, а потому состоят некоторым образом в их зависимости. Внутреннее управление принадлежит старшинам, избираемым народом. Карабулаки мало занимаются хлебопашеством, а большой частью скотоводством, ибо ведут жизнь кочевую. Хисты, ингуши и карабулаки говорят одним языком, совершенно особенным от прочих горских наречий и весьма сходным с тушинским. По сходству некоторых слов, Гильденштедт полагает их потомками таврических аланов. Труды Зубов П.П. Картина Кавказского края, часть 3, глава «Чеченцы или кисты».
Немецкий военный историк Иоганн Бларамберг, знающий русский язык, в своей книге пишет. Это племя занимает оба берега в низовьях Асы, Даут-Мартана и пастбище их простираются до Валерика. На западе они граничат с территорией Ингушетии, на востоке – с Чечней, на юге – с Голошевцами, на севере граница земель этого племени проходит по правому берегу Сунжи. В татарском языке Карабулак или Карабулах означает «черный источник». Чеченцы называют их Ариштой, ингуши, Арште, таково же их самоназвание. По преданиям, которые существуют среди горских народов, карабулахи образовали в древние времена воинственное и очень сильное племя, которое соседние народы уважали за его храбрость и мудрое самоуправление. У них было много скота и различной полеводческой продукции, и они могли бы жить мирно и счастливо. Но карабулахи, невзирая на эти преимущества, начинают притеснять и угнетать своих соседей, чем вызывают всеобщую ненависть. Все окружающие их племена вооружились и почти уничтожили всех карабулахов, которые с этого времени стали в подчинении у чеченцев. Карабулахи занимаются полеводством, скотоводством и пчеловодством, последним особенно пристрастно и в больших количествах. Они обменивают мед и воск на то, что им необходимо. Они также выращивают коноплю и табак. У них нет князей, но есть старейшины, которым они, впрочем, не очень-то и подчиняются. Карабулахи среднего роста, худощавые, но сильные и воинственные, склонные к разбою, привыкшие к кочевой жизни, они умеют терпеливо переносить трудности. Труды Иоганн Бларамберг, историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа. Русский военный историк Броневский С.М. в своей книге пишет. Карабулаки. Суть небольшое колено, живут у истоков Сунжи по сунжинским рекам Шамгир, Асая и Фартам, граничат на западе с ингушами, на востоке с чеченцами. Они имеют в своем владении 6 речек, впадающих в Шамгир и Фартам или прямо в Сунжу. По преданиям, существующим между горскими народами, карабулаки в древние времена составляли сильное воинское колено, которое было уважаемо от соседей как за храбрые дела, так и за соблюдаемую в общежитии справедливость. Они были богаты скотом и от произведений земли получали пропитание. Оставалось им наслаждаться изобилием и покоем. Но, возгордясь всеми преимуществами, карабулаки попустились на обиды и насильство, возжигали повсюду вражду и, наконец, обратили против себя всех соседей, которые, ополчась на них соединенными силами, истребили сей буйственный народ до основания. Остатки карабулаков, в числе 200 семей, находятся в зависимости от чеченцев. Карабулаки имеют своих старшин и говорят кистинским языком, подходящим к чеченскому наречию. Они во весь год почти кочуют со скотом, не имея постоянных селений и мало занимаются хлебопашеством. Труды Броневский С.М. Новейшие известия о Кавказе. Арстхойский сайт сообщает, согласно полевым материалам, во второй половине XVIII века представителями общества Мержей были заложены населенные пункты Бамут, Абарк-Юрт, Яндаре, Сурхо и другие. Шли интеграционные процессы с царской Россией, пытавшейся надолго закрепиться на Кавказе, и судя по тому, как горцы непринужденно шли на контакт, можно полагать, что их никак не раздражало присутствие на их земле более сильной стороны. Появление же Ермолова в 1816 году, под юрисдикцию которого был передан весь Кавказ, внесло в дальнейшем свои негативные коррективы в жизнь горцев. Его жестокость и ненависть к горцам не заставили себя ждать долго, особенно в отношении представителей арстхойских обществ, которые обосновались и жили в районе Притеречи задолго до появления Ермолова на Кавказе. Джон Бадели в книге «Завоевание Кавказа русскими» пишет: Ермолов писал императору: «Когда крепости будут готовы, я предложу негодяям, живущими между Тереком и Сунжей и называющими себя мирными, определенные правила жизни и некоторые обязательства, которые дадут им ясно понять, что они являются подданными вашего величества, а не союзниками, как бы им мечталось. Если они подчинятся, как и должны, я выделю им необходимое количество земли, а остальное разделю между казаками и каранагайцами. Если же нет, то предложу им уйти и присоединиться к своим сородичам-грабителям, от которых они отличаются лишь названием. В этом случае вся земля будет в нашем распоряжении», — писал Ермолов. Жестокость и ненависть, посеянные Ермоловым среди горцев, продолжали давать свои плоды и после его ухода с Кавказа, напрочь вычеркивая из памяти народов все то положительное в отношениях с Россией, которое складывалось с момента ее появления в регионе.
Так, например, генерал-майор царской российской армии, а позже и дивизионный генерал армии Османской империи Муса Кундухов в своих мемуарах дает ясное представление положения дел в Малой равнинной Чечне. Пояснение: в то время Орстхай рассматривали в составе Малой Чечни. Начальник края и командующий войсками в Чечне генерал-майор Пуло, отыскивая случай к достижению чинов, наград и материальных выгод, беспрестанно доносил генералу Грабе о тревожном состоянии веренного ему края и, основываясь на приказании царя, выпросил себе разрешение действовать на чеченцев страхом. В таких видах он в 1838 году зимою начал ходить с отрядами по аулам мирных чеченцев, под предлогом ловить там непокорных тавлинцеев, будто бы в аулах их скрывавшихся. На ночлег солдат и казаков расставляли по домам чеченцев и, отыскивая небывалого тавлинца, забирали все, что понравится солдату и казаку. На жалобы, на слезы женщин и детей Пуло смотрел со зверским равнодушием и, гордясь своими позорными делами, называл жалобы чеченцев клеветой. Здесь чеченцы, потеряв всякое человеческое терпение более сносить невыносимые тяжкие меры, согласились подчиниться людям, давно желавшим войны с русскими, и поклялись с открытием ранней весны воевать против тирана до последней капли крови. Писал Кундухов: из всего вышеизложенного мы видим, что все складывается так, словно в хорошо отрепетированном спектакле. С одной стороны, притесняемые царскими генералами, а с другой стороны, приглашаемый в свой имамат Шамилем, который заверял, что он дал присягу Аль-Корану воевать с неверными русскими до тех пор, пока не будет снята с плеч его голова. Конечно же, Орстхай выбрали вторую сторону. Произошло то, что было позже названо сражением на реке Валерик. Во время всеобщей мобилизации района Гехи, Арштхой и Нашха могли выставить лишь до 3000 вооруженных ополченцев. В большинстве своем это были люди, вынужденные отрываться от Сахи на время внешней опасности. Умелых и хорошо вооруженных воинов насчитывалось лишь 300-500 человек. Жаркие схватки возникали над телами убитых горцев, десятки родственников и друзей иногда погибали на штыках солдат, пытаясь вынести тело с поля боя. Яростно сражавшиеся горцы стояли насмерть, давая возможность семьям уйти в горы. Сражение, ни на минуту не затухавшее в течение 2 с лишним часов, кончилось так же внезапно, как и началось. Конечно же, мы можем знать только то, что описали очевидцы, а потом и историки о тех бесчеловечных, по сути, не имеющих аналогов по своей жестокости карательных операциях против целого народа, положивших начало рассеиванию, а в последующем и упразднению орстхайцеев как этнос. В том же году все орстхойские плоскостные села были уничтожены, а народ был вынужден выйти на тропу бесконечной кровопролитной войны. А спустя 19 лет Орстхай, как и весь мир, узнали, что так называемый лидер освободительного движения Шамиль 25 августа 1859 года сдался в почетный плен. При этом, как известно, голова его была на плечах целая и невредимая. Мурат Муртузович Базоркин в своей исторической документальной повести «Дорога заговора и крови» в 1965 году была запрещена к печати. Пишет: царская армия в 1864-65 годах приступила к одному из завершающих этапов своей колониальной политики – удалению с Кавказа наиболее непокорной части горцев Чечено-Ингушетии. Дело в том, что этот элемент из всех вейнахских племен, особенно арштхойский, оставался помехой в деле окончательного удушения аборигенов завоеванного царизмом края. Писал Мурат Муртузович Базоркин: таковы были экономические, политические и стратегические причины, побудившие царское правительство прибегнуть к новой мере – выселению с гор Кавказа вейнахов. Причиной, побудившей горцев уходить с родины, была националистическая основа, под которой скрывались политические и также экономические стремления. Народы не знали, как освободиться от иноземного царского гнета и надеялись получить за границей какое-то право на независимое существование. Под угрозой обычных тогда военно-карательных репрессий, экономического кризиса, малоземелья и панисламских иллюзий, рисуемых царской агентурой, вейнахи, точнее, большинство арштхойского племени, вынуждены были искать спасения в далекой султанской Турции, куда их принимали по признакам общности верования. Из Чечни, также и Ингушетии в 1865 году выселили более 5000 семей аборигенов. Царизм ликовал легкостью административно-политической победы над активным элементом Восточного Кавказа. Труды, межрегиональное общественное движение историко-культурного наследия Орстхайцеев, журнал Мериджи. Русский историк И. Л. Бабич в своей статье писала:
В 1850 году карабулаки вошли в состав России, но при этом отказывались платить России подати, которые выплачивали другие народы Северного Кавказа после принятия ими покорности. В результате их содержали на государственные деньги. Карабулакский участок включал в себя 1500 семейств карабулаков. Производимые ими грабежи и убийства вызывали необходимость содержать в казачьих станицах регулярные войска на усиленном довольстве. Требовалось иметь управление собственно участком, канцелярию, охрану, штрафы участкового начальника и других работников. Все это обходилось правительству, как отмечено в архивном деле, в 19 тысяч рублей. Русские власти вычислили, что каждая карабулакская семья стоила российской казне 12 рублей в год. С точки зрения российской администрации дешевле было выселить карабулаков, чем содержать. Как удалось так быстро уговорить карабулаков? У нас нет об этом сведений. Известно лишь одно, что в это время стали широко распространять слухи, что карабулаков-мусульман будут насильно христианизировать. В результате переселения в 1865 году удалось избавиться от самой беспокойной части населения, в том числе и карабулаков, слывших за отъявленных разбойников, нападавших постоянно на второй Владикавказский полк, одного из главных карабулакских абреков, наиболее яро боровшихся против России, Астемира, отправили в Турцию с первой же партией. Любопытно, что в 1830-1840-е годы часто чеченские отряды, воюющие против России, возглавляли карабулакские харизматические лидеры. Повторим фразу военных: много доблести и масса денег потрачены на обуздание и усмирение карабулакского племени, хотя и малочисленного, но по географическому положению своему и крайне хищническому складу, представлявшего огромные затруднения на каждом шагу. Эмиграция одного из народов Северного Кавказа, карабулаков, может рассматриваться в контексте российской политики в регионе как принудительно-добровольная. Этот же характер механизма переселения был свойственен и другим народам Северного Кавказа. Но были и отличия. Если другие народы региона были выселены лишь частично, то карабулаки – почти полностью. В результате произошло исчезновение одного из народов с этнической карты региона. Такая же участь постигла некоторые народы западных адыгов, например, убыхов, труды и эл-бабич. Переселение карабулаков в Османскую империю в контексте российской политики на Северном Кавказе. Русский военный историк Белевич К. в своем дневнике пишет: Труднодоступное убежище хищных карабулаков, куда из ближайших покорных и непокорных нам обществ постоянно стекались все беглые абрики, имеет вид дугообразной полосы из второстепенных кряжей гор и глубоких между ними теснин. С тех пор до падения власти Шамили протекло 19 лет, и только в течение этого времени лесистая плоскость Чечни была нами до предгорий от непокорных очищена, а их аулы уничтожены в прах. На местах их теперь растет высокий бурьян, и вблизи безмолвствуют обширные кладбища с бесчисленным множеством шестов и прикрепленных к ним разноцветных лоскутков на могилах убитых джигитов. Но куда исчезло отсюда, по-видимому, густое население самого воинственного племени на Кавказе? Пала ли большая половина его с оружием в руках, или она, во время беспримерно упорной борьбы, переселилась в другие места? На первую половину последнего вопроса можно отвечать положительно. Потому что с 40-х годов в Чечне, в особенности в Малой, ежегодно разыгрывались кровавые драмы, давшие обильный сбор человеческих костей. Труды Белевич К. Вспоминания о слепце Овии Пасеке. Военные рассказы. Чеченский сайт сообщает Орстхой, Арштхой, Эрштхой. Историческая область Чечни, которая находилась к западу от Аки-Илхара и включала в себя район, примыкающий к озеру Галанчош, ущелью реки Фартанга, а также Аасы в нижнем ее течении. После ухода с Кавказа отрядов Тимура Орстхайцей одними из первых спустились в предгорье, а затем и в долину между реками Сунжа и Асса. Здесь они столкнулись с кабардинцами, которые вели тогда кочевой образ жизни и пасли свой скот на освободившейся после ухода монголов территории. В российских документах XVII-XVIII веков они упоминаются под названием Мерези, Мержей, Балсуй. Как свидетельствуют исторические и фольклорные источники, этнонимом Орстхай, Арстхай первоначально обозначались все нахоязычные жители предгорья, а та часть нахов, которая с XVIII века стала называться Орстхай, в более ранние времена имела племенное название Балой, куда входили и Аки и Пешхо и некоторые другие чеченские тейпы.
По всей видимости, это была каста воинов. Орстхаевцы занимались земледелием и скотоводством, а в горных районах, в селениях Верхней и Нижней Даттых, кроме того, добычей соли. Орстхаевцы довольно рано по сравнению со своими соседями приняли ислам и активно участвовали в Кавказской войне в отрядах Шамиля. Территория Эрштхой очень богата каменными башенными постройками. Руины их сохранились в селениях Базанте, Гандалбаса, Нижней и Верхней Даттых, Цеече-А-Х-К, Эгичош. Большинство из этих селений входили в систему сторожевых и сигнальных поселений. Дорога в горную Чечню с севера, вдоль реки Асса, которая поворачивает у селения Алкун в ущелье Фортанги, контролировалась башенным поселением Базанте, расположенным на самом гребне хребта. Вход в ущелье реки Фортанга преграждали башенные селения Бамут и Гандалбаса. Место соединения двух этих дорог было защищено мощным укрепленным поселением Цеече-А-Х-К. Перевальные пути между Ассой и Фортангой от Бамута до Цеече-А-Х-К охранялись башенными селениями Нижней и Верхней Даттых и крепостью Эгичош. Хотя область находится на самом западе Чечни, архитектура ее по своим основным параметрам тяготеет к формам Центральной Чечни, то есть тяготеет к формам Аргунского ущелья. Селение Цеече-А-Х-К насыщено башенными постройками самых различных эпох. Древнейшее поселение Цеече-А-Х-К относится к первому тысячелетию до нашей эры. Оно состоит из циклопических построек, которые представляют собой сооружения прямоугольного плана, построенных из огромных необработанных камней. Гигантские планы этих жилищ могут говорить об определенной социальной структуре общества того времени. По всей видимости, население здесь проживало большими общесемейными общинами, которые постепенно дробились в процессе эволюции. Кстати, это подтверждается и тем, что к циклопическим сооружениям пристраивались дополнительные помещения небольших размеров. Сохранились здесь и постройки ранней аланской эпохи, 1-7 века. Среди них уже можно различить боевые и жилые башни. Жилые башни, несмотря на невысокий уровень строительной техники, имеют уже конструкции, свойственные поздним классическим постройкам, наличие опорного столба, арочные проемы, дверные и оконные, расширение их с внутренней стороны. Позднеаланские постройки. Это подтверждается здесь и обилием археологического материала, по своим формам приближаются к классическим. К 15-17 векам можно отнести мощный замок селения Цеече-А-Х-К, состоящий из одной боевой и двух жилых башен. Боевая башня имеет квадратное основание, 5 на 5 метров, большое количество оконных проемов с круглыми арками, камни обработаны, кладка выполнена очень тщательно, на фасаде башни имеются элементы декора. Жилые башни, пристроенные к боевой башне, ничем не отличаются от нее по технике кладки и уровню обработки камня, то есть все элементы замка были построены в одно и то же время. К вершине фортификационного зодчества чеченцев можно отнести крепость Эгичош, в которой воплощены все лучшие достижения нахской архитектуры. Труды, Грозный информ, заповедные места Чечни, историческая область Орстхай. Интересно, надо подметить и то, что историк и путешественник М.А. Иванов приводил данные, что многие башни местного орстхойского населения были разрушены полчищами Шамиля за непокорство орстхаевцев прославленному имаму Шамилю, а здесь сообщается, что орстхаевцы были в имамате имама Шамиля. Видимо, в то время одни орстхаевцы вступили в имамат Шамиля, а часть других орстхаевцев не подчинилась прославленному имаму. Но, однако, явно ясно то, что они так же, как и орстхаевцы в имамате сопротивлялись и против царских войск. Ведь в орстхойских преданиях известно, что фактически весь орстхойский этнос оказывал сопротивление царским войскам. В чеченских преданиях известно было и то, что и сами русские перебегали на сторону горцев. Часть русских была не согласна с политикой царизма, они сражались против царских войск вместе с горцами. Генетика. Генетическая выборка орштхойцев полностью вливается во все остальные чеченские тайпы на самом близком расстоянии, имея общих предков практически со всеми крупными чеченскими тайпами, в том числе с тайпами Норшмарка. Также чеченский генетик и глава чеченского ДНК-проекта Пахрудин Арсанов, говоря о генетике, рассказал, что из орстхойских, карабулакских родов Цичой и Мержой по генетике им одними из самых близких
являются чеченцы из рода Цантарой и чеченцы из рода Ваштарой. То есть чеченцы-цантаройцы и чеченцы-ваштаройцы. Сейчас почитаю в Ютубе. Валид Орстрой одинаково дуй. Цвантрош сани бог ваш дарой буца нюка. Садак. Цвантрой бу. Вот с ними братские ветки у Орстрой. Практически можно сказать, это одно целое, один массив. Что Цвантрой, что Орстрой. Ну и Орстрой это не все же. Орстрой это не тейп. Орстрой это как целый тухум, а сравнивать это нехорошо. Среди Орстрой вот большинство веток, правильнее будет сказать, большинство орстройских веток это братские ветки Цванторой и Вашдарой. Если говорить про Мержой, Цьечой, вот их я имею в виду.